предыдущего докладчика, да, в плане того, что, да, вот я тоже хотел бы о том же самом сказать, что у нас, в принципе, как бы в обществе такое понимание в основном, да, и правоохранительные органы в основном работают только в этом плане, да, в плане того, что коррупция это есть, получается только именно взятка, да, то есть человека взяли, соответственно, поймали, но потом, к сожалению, отпускают, как обычно. У нас борьба с коррупцией, к сожалению, у нас больше похоже на спортивную рыбалку. Есть такая поговорка в обществе, да, то, что поймали, показали, отпустили. И так часто, да. Вот. А само по себе понятие вот, общественной, то есть коррупции, да, в обществе, это достаточно более шире, да, и наши, получается, руководители нашего общества, наши депутаты сами создают такую почву. То есть возьмем, допустим, элементарно, я член общественной палаты города Якутска, да, есть, получается, у нас еще общественная палата, допустим, республики, да, есть те или иные общественные советы там, при прокуратуре, при там, Следственном комитете, там, при суде, да. Все они формируются по указанию сверху, да. То есть это уже, соответственно, подразумевает то, что данные люди, да, члены общественной палаты или соответственно, совета будут, соответственно, в той или иной мере зависимы, да, от тех, кто их назначил, да, и никакой эффективности, допустим, или там каком-то общественном контроле речи не может быть в принципе. Это один момент, да. То есть я считаю, что такого не должно быть. У нас должны быть поддерживаться любые активисты, да. В советах должны быть независимые люди, которые имеют то или иное мнение. Дальше. По поводу нашего опыта, да, тоже вопрос, получается, также у меня будет от представителям правоохранительных органов, да. Так, я, допустим, в плане с коррупцией тоже достаточно много работаю, да, с 2011 года, да, не всем эта работа нравится, да, ну, чисто такой яркий пример, да, вот, Валерий Алексеевич, наверное, я ему обращался к этому вопросу, да, потому как, есть такой у нас известный политик, Федот Тумусов, соответственно, да, есть у него брат, Петр Тумусов. Соответственно, я выявил такой факт, что, соответственно, господин Тумусов, будучи руководителем Якутского наркологического диспансера, организовал, получается, дочернее предприятие, скажем так, да, ОК и СКИЛ. Туда в руководство поставил, соответственно, дочку свою, этот факт был выявлен, да, и своего бывшего заместителя Байшева. Мы обратились, получается, в прокуратуру, в Следственный комитет. Соответственно, дело было передано в АБЭП. АБЭП, соответственно, никаких фактов не... Они не пришли, просто письмо прислали о том, что, соответственно, ну, самого Баешева не смогли найти. Пришла, получается, дочь, Кристина подтвердила, да, работаем, получается, госконтракты получаем, типа, от госзаказа от этого наркологического, да, и все. Получается, дело это как бы подвисло. Мы обратились, соответственно, к Валерию Алексеевичу. Валерий Алексеевич, спасибо ему за то, что он как бы подключился, мы там начали эту работу проводить, потому что там деньги ежеконтрактуальные до 10 миллионов, получается, уходят, да, в карман, получается, вот, семьи Тумусовой, да. То есть, получается, отец передает деньги, соответственно, дочери или своим родственникам, соответственно. И почему-то это никаким образом никаких мер не принимается, да. Более того, соответственно, вот этот брат уже, Федот, да, сам вступил, получается, в Общероссийский народный фронт, то есть в движение нашего президента, да, это уже, соответственно, тоже говорит о том, что как может люди, которые в той или иной мере причастны к коррупции, вступают в движение нашего президента и занимают какие-то посты и говорят о каком-то контроле. Вот это меня интересует вопрос. И дальше, потом, по работе, получается, самого управления, да, у вас, вот, у меня есть такое пожелание, наверное, да, или, как вам сказать, рекомендация, да. Спасибо, кстати, еще то, что вы меня пригласили, да, то, что это уже какой-то, говорит, ну, что какие-то подвижки, да, потому что вы готовы критику ту или иную услышать, да. Просто у меня, как у человека, да, просто я о деятельности вашей вообще ничего не слышал, у меня очень скептические отношения. Будучи, когда вот я, кстати, тоже член вашей этой хартии бизнеса, да, с прошлого года, да, там вот выступал, получается, ваш бывший руководитель, да, я ему тоже докладывал, рассказывал про такие вот ситуации коррупционные, он записал, ну все, больше ничего не было. Соответственно, я считаю, что со стороны вашего управления должны, получается, как-то освещаться ваша деятельность, да, какие-то мероприятия проводить не только, получается, в день вот этого, день борьбы с коррупцией, да, а постоянно о том, что вы же все-таки на бюджете же сидите, да,
Естественно, население должно понимать, эффективно вы работаете или нет, выявляете вы коррупционеров или нет, соответственно, да, или это вот так чисто для антуража структуры, да. И вот в рамках, получается, вот этого освещения, да, я вот хотел бы, вот прокуратура присутствует, да, есть такое дело, соответственно, да, оно было возбуждено в 2008 году Меркинбаевым, да, так, номер дела 66144, да, дело Туглайна, да, соответственно, насколько я знаю, да, вот мы письмо получили мы в конце сентября, да, потому что это дело было возбуждено, да, но, соответственно, то есть оно сначала было приостановлено, в этом году ее опять возобновили, да, соответственно, я вот прошу, соответственно, наше управление при главе, да, взять это дело на контроль, потому как нам это дело, получается, для ознакомления не передают. И, соответственно, дело очень резонансное. Там были, получается, позывные фирмы из бюджета выведены 30 миллионов рублей. Фигурировали наши, получается, государственные руководители правительства Якутии. Номер записали, да? В принципе, у меня все как бы, поэтому... Можно? Ну, все. Можно? Да. Спасибо, Александр оживил нашу сегодня круглый стол. Да, так сказать, внес причинку, состринку. Но сразу же скажу, что так как был посыл ко мне и Народному фронту, что Александр, конечно, я его наблюдаю за его работой, он очень активный и правдивый иногда говорит, но есть такой момент. И хоть я иногда с ним не согласен, но я вижу, что искренность в его работе, это важно.